У каждой из этих женщин был особый талант — быть матерью. Они подарили своим детям жизнь, любовь и понимание времени, в котором жили. А дети сумели пронести этот дар через всю свою жизнь. Я свое детство помню с 4 лет, поскольку я помню, как родился мой брат Сафрон, как он кричал, как я испугался его, увидев первого, и как мать выкармливала, как ее нянчили, и бабушка. Потом я стал с ним уже вместе играть и так далее. И когда не было матери, куда-то уходила, нам было скучно. Вот я вспоминаю зимние вечера, куда-то уйдет с соседям или куда-то, и нам становится так грустно. Ждем, когда мать придет. Как мать приходит, как будто свет наступает в этом доме, светлее становится, и все становится на свои места. Даже когда я был большим, я всегда чувствовал вот заботу матери. Когда я учился в Москве, приезжал через 2-3 года на каникулы, как она заботилась обо мне. Я чувствовал ее тепло, ее отношения теплые. И когда я даже закончил уже институт, был уже художником известным, значит, при ней я работал, значит, писал своих соседей там в Улусе, Мытахе, еще где-то. И многие приходили и говорили: о, что-то очень мазисто, как это, близко подойдешь, ничего не видно. И мать заступалась, говорит: ничего, еще погладит, он поглаже будет делать. Клак кайде влади по-якутски. Говорит, так это я запомнил. Это ее такое отношение теплое. Нынче я написал вот портрет 2 женщин. Вот эта женщина, такая труженица, которая живет в очень трудных условиях. В тундре всю жизнь прожила. Это из Момского Улуса, поселок Саасыр. Она мать-героиня, родила 10 детей. Притом 10 детей все родила в палатке, железной печкой. И вот старший сын рассказывал, как она вот в этих случаях, значит, как отец поступал, как он грел воду, как занавес завешивал, и как появлялся ребенок. Трудно себе представить, насколько приспособлены эти люди. И все 10 детей у нее живы, и работает около нее. Она вот является вот охранительницей этого очага, кочует со стадами до сих пор. Это 70 с лишним лет на оленях, зимой и летом, в палатке живет. Это женщина, перед которой я просто преклоняюсь, образ которой Мария Семеновна Слепцова. Есть матери в таких, особенно глубинах, вот, особенно вот эвенские семьи, юкагирские семьи в тундре, с которыми я качал. Просто я поражаюсь перед этими женщинами. Не то, что они вот в труднейших условиях рожают, воспитывают детей. Все обшивают, все. Видите, как она шьет красивые вещи, все, и все из натурального меха, из ровду и так далее. Я вспоминаю свою бабушку также. Целыми днями она вокруг этих самых мехов, в окружении этих самых заячьих шкур, беличьих шкур сидела, всех обшивала. Тогда же все было, детская одежда, мужская, все было из натурального меха, все должны были одеты быть. Именно очень притом красиво она шила. Прекрасная мастерица была и по шитью одежды, берестяных вещей и так далее. Так что женщины-труженицы у нас это люди, которым надо ставить памятник.
когда я уходил на фронт, еще 18 лет не исполнилось. И когда я решил ехать на фронт, пришел домой и маме сказал, что вот я еду воевать. А мама как-то спокойно приняла и сказала, что ну что ж, каждый мужчина должен защищать свою родину. Да, это твоя обязанность. И не плакала. И дома как-то это восприняли нормально в семье. Потом, когда я уезжал, да, ни мать, ни отец, ни бабушка, никто не плакал. И я думаю, чтобы меня не расстраивать, да, что-то я уехал с таким теплым чувством. Потом вот что удивительно. Когда я уезжал на фронт, я думал, что меня не убьют. Даже вот когда на фронте был, там всякие же были случаи. И в окружение я попадал, и приходилось отступать, даже, грубо сказать, так драпать. И вот все время я думал, что в родной Якутск вернусь, без руки, без ноги, но все равно вернусь. Ну вот видите, и руки, и ноги, и я вернулся. И поэтому как-то с хорошим чувством таким я поехал. Вы видели по глазам, по взгляду матери, что она волнуется, переживает? Ну, конечно, сильно она переживала, ждала. Война же шла все-таки, не так просто в армии. Поэтому очень даже, очень она, по-моему, больше она любила вот сына, чем меня, мне кажется. Я иногда даже ревновала. Это так, она, по-моему, сильно любила. Первый сын все-таки. Поэтому она очень любила вот Николая. Когда на фронте был, у меня с собой фотографии были. И когда-то трудное время, как бы, значит, обращался к ним, да, обращался. Ну, как-то казалось, что они помогают, да, помогают. И вот они защищают меня. Вот такое чувство было. И вот когда смотрел на полярную звезду, думаю, ой, родина моя как далеко, на севере, вот очень хотелось домой, к родителям. А потом в 1947 году вернулся. Я родился, значит, под Нюрбой, там деревня была, Амосовка, сейчас этой деревни нет. Когда маленький был, не очень непоседливым, не всегда послушным. Ледоход мог пойти купаться, после этого воспаление получить. Потом, когда вот экзамены, самое такое время очень ответственное, не спрашивая родителей, уходил на рыбалку. Вот когда мы в Тулагино-Кельденцах жили, как-то бывало так, что когда маленький лежал, сильно болел, а потом узнал, что идет фильм Чапаев, знаете, с братом, уговорил его, и пошли на этот фильм. Да, после этого тоже, конечно, хорошее мало было. И вот, знаете, мама никогда не ругала, да, но посмотрит на меня, как скажет, стыдно. Ну и вот этого достаточно было. Вот так она нас воспитывала. Мама была удивительный человек. Да, она работала учительницей где-то лет 40. Детишки ее очень любили. И считали счастьем, вот кто-то из детей попадал, значит, в ее класс. Такая спокойная, строгая, выдержанная, но с сильным характером была женщина. Хотел бы закончить вот наше интервью, как вот то, что написано в великой книге человечества, Библии. Да, осветится имя Твое.
Маму звали Гликерия Григорьевна Сивцева. Но она была дочерью якутского крестьянина. С виду, я, говорят, похож на матери. Ну, и какая-то такая поговорка, если мальчик похож на мать, он будет счастливым. И получилось так, что от моей мамы родились 20 человек, 20 детей. Так. Ну, сейчас я, конечно, долго живу, немножко сравнительно долго. Люди, цивилизованные люди или люди, как-то какие-то Кавказы и так далее, или вообще положено людям жить 150 лет, 200 лет. Нормально, если всю жизнь. Таким образом, человек должен жить дольше. Но я 95-й год живу. Гликерия Григорьевна, как все матери, добрая была. И как все якутские женщины, скромная была. Она была трудолюбива. Режим ее жизни какой-то особый был. После всех ложилась, раньше всех поднималась и готовила завтрак наш, скипятила чай, лепешку приготавливала. И так целый день, чтобы она лежала, я никогда не помню. Всегда на ногах и всегда что-то в хозяйстве своем или для нас делала. Я сам хорошо не помню, но по отношению, если что-нибудь сделаю не то, меня никогда не секли, не били, никогда плохим словом громко ни отец, ни мать, ни меня не ругали. Я помню, с детской самый год, мать моя куда-то пошла, к соседям, может быть, это бывает очень редко, повидать соседей, поразговаривать с ними, но меня не взяла. А я хотел обязательно с ней, быть вместе. Тогда она взяла палку и давай стучать по изгороди. Вот я, видимо, испугался этого, что моя мать меня может там что-то делать со мной, и я умолк, успокоился. Вот таким приемом она нас, родителей, отец никогда не применял физическую силу. И он умер, когда мне было 12 лет. Они крещенные были. И дедушка крещенный был, и прадед крещенный был. Прапрадед тоже, я по документам, архивам достал, что они в 1721 году наш прапрапрапрадед был крещен. Так что по документам видно, и по всему это соблюдали все праздники, какие празднуют православные люди. Супруг моей старшей сестры привел первый раз меня в церковь, себя на руках он держал, и мы зашли в церковь, и запах такой ладаный и так далее, и все описано на меня подействовало. И вдруг открылись царские врата, оттуда вышел человек с бородой и одетый во все серебряное, облачение такое, и в сапогах. И я тогда из алтаря вышел на храм. Тогда я спросил у Давида, значит, ему его, это Бог, который живет здесь, вышел, да. Потому что по якутскому языке называется церковь дом Бога. Дом Бога называется. И поэтому, значит, Тангара это. И я подумал, что это Тангара сам появился к нам. Так что во все отношения, и когда вчитываешься в Библию и так далее, это такая мудрость. Принятие христианства от бабушек, от дедушек, значит, это оно идет с давних пор, и молодежь, даже молодежь приживается. И вот там я вижу, это кёльские молодые матери охотно и почти в массовом порядке приходят в церковь крестить своих детей. Говорят, что мать – это женщина слова,
но есть поговорка «мать сильна». Женщина слова «мать сильна». Это мы кругом в жизни видим, в жизни даже животных, птиц и так далее. Так что вот эту славу, она, мать, это, можно сказать, сердце жизни. Без нее жизнь у нас не будет никогда. Нам повезло с родителями, они оба стойкие духом, сильные люди. В общем, и мама, и папа были достойны друг друга, они личности, каждый из них сам по себе. И счастье папы было в том, что мама была его единомышленницей, она поддерживала его во всем и всегда. Более того, она бросала все, она никогда не оставляла своего Максима, куда бы его ни посылали. Она бросала свою аспирантуру, она была очень способна, она училась в университете вот, коммунистическом. У нее была очень серьезная работа, и ей прочили большое будущее как ученым. Она уже должна была защищаться, но отца послали в Казахстан, она все бросила и уехала с ним в Казахстан. Она никогда его не оставляла, она везде и всюду его сопровождала. Более того, ведь он же очень часто бывал не согласен с общей линией, она его поддерживала. И вот это вот общее такое вот любовь, общее согласие и взаимопонимание у них между ними помогала отцу. И она создавала ему все условия для отдыха и работы. Отец очень быстро дома восстанавливал свои силы и много работал дома. Мама как раз принадлежала к тому поколению людей, которые всей своей жизнью не приучены были говорить. Как говорится, молчание золото. Коммунисты, у них была очень строгая партийная дисциплина, и говорить было не принято. И выжать из мамы хоть какое-то слово было практически невозможно. Еще это, конечно, усилилось после ареста папы. Как говорится, молчишь, жив будешь, рот лучше не открывай. Вот под этим девизом мы росли. Папа был очень общительный молодой человек, красивый, обаятельный. Очень его, можно сейчас сказать, девушки его очень любили. Круг у них был с юности и до маминой кончины практически один и тот же. И он заканчивался словами, которые мне очень трогают и которые сейчас редко у кого встретишь. Ведь мы учились в гимназии. Мама до конца жизни рвалась в Якутск к своим подругам, которых здесь в основном проживали. Мы учились вместе в гимназии, и этим было все сказано. Мама, куда ты едешь? Мы учились вместе в гимназии. Вот это вот меня восхищает. По-видимому, в начале века в Якутске был такой хороший нравственный климат, что выросло такое поколение молодежи, духовное, идейное. По-видимому, были такие учителя в гимназиях, в реальных училищах, и вообще нравственный климат в Якутске, что очень много людей, интеллигенции вышло именно в начале века.
Традиции были у нас самые якутские замечательные. У нас всегда был открытый дом. Даже когда ничего не было есть, всегда на столе стоял чайник с кипятком. Ну, чая не было, но мы под руководством бабушки летом собирали всякие травки, корм. Мама у меня прекрасно готовила. И поскольку они жили и в Якутии, и в Казахстане, и в Киргизии, мама любила готовить. Она очень быстро воспринимала национальную кухню. И вот я с детства знала, что такое беляши, что такое бишбармак. Она делала вот эту лапшу, когда появилась возможность ее делать. Очень вкусно готовила сама. И, конечно, они любили пельмени. Он прекрасно понимал, что он делает. Он прекрасно понимал последствия, которые его ждут, потому что он Вот я родилась, причиной моего рождения такого был срочный вызов отца в Москву. И поскольку родители уже знали, чем это кончается, они простились. И от ужаса, значит, мама... Раньше срока родила, получается. Да, да. Вот. И он матери сказал перед своим последним отъездом: если что случится, скройся и исчезни. Я исчезнуть не могу. Но ты скройся и исчезни, сохрани детей. И дай им всем образование. Ну и вся оставшаяся мамина жизнь была посвящена этому наказу папы. Как бы ей тяжело ни было, мы все получили высшее образование. И любовь мамы к папе, это она принесла через всю жизнь. И я хочу вам сказать, она была такой силой, ведь она же не отказалась от него, хотя ее заставляли. Больше всех досталось нашей старшей сестре Аэлите Максимовне. И ее в школе, как во Фрунзе, так и в Москве, заставляли отрекаться от отца. А мать ей сказала: отречешься, домой не приходи. И когда у меня родился сын, хитрая мама пошла к Володе, моему мужу, и сказала: Володя, фамилию твоего отца сохранена, а, говорит, у нас вот нету. Вот разреши, пожалуйста, назвать сына, Максим так мечтала о мальчике, вот твоего сына назвать Максимом. Хотя, значит, он планировал другое имя. Ну, он согласился. Дальше хитрая мама сказала: вот фамилия твоя сохранена, а у нас Амосовых нет никого. Ну, как говорится, сказала А, назвали Максимом, ему пришлось назвать, фамилию оставить. Я свою фамилию оставила, я не меняла. И вот назвали Амос. У него такая харизма дедовская, да. Мама – это самое главное слово и неиссякаемый источник добра в жизни каждого из них. Они все достойны этой памяти.